поклонники театрального искусства и участники торжественной церемонии вручения премий 10-го фестиваля профессиональных театров Республики Саха-Якутия «Желанный берег». И сегодня, в День театра, мы вновь и вновь признаемся в любви к этому живому, подвижному, манящему праздникам и тайной, близкому каждому искусству театра. 2019 год – это год особенный для всех театров страны. 2019 год указом президента Российской Федерации Владимира Путина объявлен годом театра. Слово имеет глава Республики Саха-Якутия Айсен Сергеевич Николаев. Саха-Херен театрдарын артисттары, үләһиттәре, күнді доғаттар, бастатан туран бұқа барғатын, андай дүбеликер күйінен, театр күйінен, икетік істеңді қаделі бүл көңіл. Артисты и работники театров Республики Саха-Якутия, дорогие друзья, сегодня замечательный день, день, когда весь мир отмечает День театра. Вдвойне символично, что в этом году у нас в стране решением нашего президента Владимира Владимировича Путина тоже идет год театра. И в этот день мы в юбилейный, уже 10-й раз вручаем награды фестиваля «Желанный берег». Это вот 3 праздника в одном, поэтому замечательный день. Позвольте еще раз всех вас поздравить с этой датой. Субъект огромный, вот, но малочисленный, как нас чуть меньше миллиона человек, но, наверное, с точки зрения концентрации профессиональных театров мы одни из лидеров в стране. У нас их 11, в районах республики работает 53 народных театра. Это прекрасные показатели, это показатели того, что не только у нас прекрасные, талантливые артисты, прекрасные, талантливые режиссеры, постановщики, а это также показывает, что жители республики очень любят театр. Это, поверьте мне, очень важно и это очень нужно. Республика Саха-Якутия всегда мы поддерживали театр, мы вкладывали в театры. Не все еще здания построены для театров, но я надеюсь, что мы их будем постепенно решать по мере возможности. Самое главное, что дает нам возможность идти вперед, я еще раз говорю, это талант наших артистов, талант ваш, талант наших режиссеров. Уверен, что еще многие спектакли, многие драмы, оперы, которые будут на сценах наших театров, будут являться лауреатами самых престижных фестивалей не только республиканских, не только российских, но и международных. Я желаю вам всем самых больших успехов и хочу сказать, что мы еще сейчас над этим думаем, так, но вы знаете, я считаю, что в год театра мы все-таки в части начала строительства ряда крупных театральных объектов все-таки очень большой шаг сделали. Это я вам обещаю. Мы хотели бы вручить ряд государственных наград нашим заслуженным деятелям культуры, тем людям, которые прославляли и будут прославлять наш театр. Спасибо. Указ главы Республики Саха-Якутия за особый вклад в развитие культуры, театрального искусства республики, плодотворную многолетнюю творческую деятельность присвоить почетное звание «Народный артист Республики Саха-Якутия» Андрееву Петру Евсеевичу. Театр юного зрителя, заслуженную артистку Республики Саха-Якутия.
театр үләйттірі, культура үләйттірі, сүйбәтті үләйттірі, Нюкман театрын үләйттірі. Онасы үләйттір, Кюс театрын үләйттірі. Амаячыларын Матрона Степановнаны Алексей Прокопьевы, Сахарин культуратын министрин Юрий Степанович Кукульянов, правительство, ему вот Инсен Сергеевич Николаев, почетное звание «Заслуженный артист Республики Саха-Якутия» Исакову Валентину Гавриловичу, артисту Олонхо автономного учреждения Республики Саха-Якутия, театр Олонхо. Присвоить почетное звание «Заслуженный артист Республики Саха-Якутия» Павловой Ильяне Семеновне, артисту автономного учреждения Республики Саха-Якутия, Саха-Якутский театр имени Платона Алексеевича Аюрского. Почетное звание «Заслуженный работник культуры Республики Саха-Якутия» Ксенофонтову Николаю Ивановичу, директору муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Кампинская театральная школа искусств, Вилюйский Улус-район. Глава Республики Саха-Якутия Айсен Николаев. Слово предоставляется министру культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия Юрию Степановичу Куприянову. Добрый вечер, дорогие друзья, коллеги. Я хочу поблагодарить всех, кто сегодня находится в зале, за тот большой коллектив работников театра, актеров театра, которые откликнулись, что в этом году праздник проведем сами. Здесь в зале сегодня нет зрителей. Сегодня сидят артисты театра. Вы сегодня главные люди в театре, зрители. Я хочу поблагодарить аплодисментами своими же всех работников театров нашей республики. Мало когда цитирую, но тем не менее я хотел бы сегодня процитировать своего первого заместителя Владислава Левочкина. Сегодня утром смотрели передачу «Доброе утро»? Они вместе с Аялом были, и Владислав Валерьевич говорит: впервые в этом году 10-й желанный берег поддержал федеральный центр. Правильно? Давайте похлопаем федеральному министерству, которое действительно в этом году впервые поддержало и предоставила финансовую помощь и денежную субсидию для того, чтобы желанный берег жил дальше, развивался дальше. Это итог 10 фестивалей, которые проводили все вместе. Это наше достижение нашей республики. И сегодня будет провозглашено еще поздравление министра Мединского, который желает, чтобы желанный берег развивался дальше, расширял границы республики Саха-Якутия. Я хотел бы, наверное, это общая наша мечта и желание, чтобы Андрей Савич сейчас переодевается, видимо, да, выполняет основную роль. Человек, который родил этот фестиваль, придал ему имя, и который, действительно является, наверное, отцом современного якутского театра. Андрей Савич, давайте мы вас поздравим с Днем театра.
Очень радует. Ну и разрешите, в День театра, наверное, каждый из нас, кто пришел поздравить, приносит с собой хорошее настроение, радость, желание дальше ходить в театр, быть богатым человеком. Я люблю театр. Я думаю, что каждый здесь сидящий тоже любит театр. Знаете почему? Театр дает нам возможность быть богатым. Можно быть Гамлетом, можно быть другим героем. Но это в жизни не у всех получается. А в театре можно прожить эту жизнь и быть героем своего поколения. Пусть всегда театр будет открыт для тех людей, которые мечтают, для тех людей, которые добиваются в жизни большего, может быть, которые добились бы, если бы не было движения вперед. За наши театры, чтобы они всегда были открыты, и то движение вперед, которое вызывает игра ваша, талант ваш, и та вечность, искусство, ценность, которую мы оставляем или даем юным поколениям, которых сегодня воспитывает театр юного зрителя. С праздником, дорогие коллеги! Республики Саха-Якутия, высокие профессиональные достижения, добросовестный творческий труд, почетным знаком «Отличник культуры Республики Саха-Якутия» награждаются Васильева Лариса Васильевна, артист национального театра имени Сергея Степана. Отличник культуры Республики Саха-Якутия награждается Зорина Екатерина Сергеевна, артист Государственного академического русского драматического театра имени Александра Сергеевича Пушкина. Отличник культуры Республики Саха-Якутия награждается Кузьмин Евгений Вячеславович, артист Государственного академического русского драматического театра имени Александра Сергеевича Пушкина. Почетным знаком отличник культуры Республики Саха-Якутия награждается Барышева Мария Андреевна, артист Государственного театра оперы и балета имени Симсона. Почетным знаком отличник культуры Республики Саха-Якутия награждается Михайлов Артем Алексеевич, артист Государственного театра оперы и балета имени Соломона. Почетным знаком отличник культуры Республики Саха-Якутия награждается Слепцов Дмитрий Клементьевич, артист Государственного театрального драматического театра города Юрмак, Юрминский район. Отличник культуры Республики Саха-Якутия награждается Фуренова Лена Семеновна, артист автономного учреждения Республики Саха-Якутия театр ООН. Отличник культуры Республики Саха-Якутия награждается Иванов Владислав Германович. Отличник культуры Республики Саха-Якутия награждается Чинянов Павел Павлович. Отличник культуры Республики Саха-Якутия награждается Макарова Любовь Афанасьевна, артист Государственного театра юного зрителя. И, наконец, почетным знаком отличник культуры Республики Саха-Якутия награждается
представляется Друзьянов Николай Николаевич, удачник Государственного театра эстрады. Дорогие друзья, я специально попросил ребят остаться на месте, потому что это начало большого пути. Мы же все в школе учились, а сегодня перед нами стоят отличники, правильно? Это начало большого пути. Мы когда Петра Алексеевича награждали народно, встали и все аплодировали, потому что это была заключительная награда, правильно? Признание народа. Давайте аплодируем тем нашему будущему, наших театров. Спасибо! Отличники! Но раз приносить радость, надо приносить радость. Есть у нас, общая эта работа, это усилиями правительства республики, депутатов Государственного собрания Елтумен нашей республики, решено поддержать год театра, наши театры, для того, чтобы мы расширяли гастрольную деятельность. Разрешите вручить такой сертификат на приобретение автобуса для организации гастрольной деятельности Саха Академического театра имени Платона. Еще найдем деньги, чтобы купить этот автобус, правильно? В этом году федеральный центр изменил статью расходов, и такая возможность, такой сертификат появился у Нюрнбергского государственного Спасибо. В прошлом году был на вручении золотой маски в Москве, когда вручали Андрею Савичу золотую маску. Мероприятие было немножко скучным. Мы аплодировали только кому знали. А сегодня у нас мероприятие такое самое задорное, самое веселое и самое бодрое и радостное. Пусть всегда этот день, Всемирный день театра, который почти 58 лет, будет всегда таким радостным в Республике Саха-Якутия. С праздником, дорогие друзья! Ну и, дорогие друзья, в этот праздничный день в адрес фестиваля поступили праздничные поздравления. Министерство культуры Российской Федерации. Приветствие организаторам, участникам и гостям 10-го республиканского театрального фестиваля «Желанный берег». Уважаемые организаторы, участники и гости 10-го республиканского театрального фестиваля «Желанный берег». В этот знаменательный день, Международный день театра, примите искренние поздравления с профессиональным праздником. За время существования ваш замечательный проект достиг больших результатов и высокого художественного уровня, завоевал любовь и признание зрителей. Для участников этот театральный фестиваль – прекрасная возможность для дальнейшего профессионального роста и реализации творческих замыслов. Для зрителей и гостей – настоящее торжество театрального искусства и неизменно большой праздник в культурной жизни Республики Саха-Якутия. Уверен, что фестиваль «Желанный берег» будет жить и процветать еще долгие годы. От души желаю всему театральному сообществу Республики Саха-Якутия новых творческих успехов, ярких свершений, вдохновения, счастья, благополучия и зрительского признания. Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский. Фестиваль поздравляет Союз театральных деятелей Российской Федерации. Дорогие друзья, дорогие коллеги, сегодня Международный день театра, и я счастлив поздравить вас всех с нашим профессиональным праздником. Что бы ни происходило в нашей жизни, разочарования, обиды, неудачи, мы знаем, что занимаемся любимым делом, и ничем другим мы не могли и не захотели бы заниматься. А это уже огромная удача. Вы талантливы, умны, обаятельны. Вас любят зрители, вам дарят цветы и ждут у служебного входа. Разве есть люди более счастливее, чем вы? Главное, будьте здоровы, а все остальное мы одолеем. С праздником! Народный артист России, председатель
председатель Союза театральных деятелей Александр Халявин. Город Москва, 27 марта 2019 года. Год театра России. Подождите. Дело в том, что я отложил листок, и он остался за кулисами, поэтому простите меня, ради бога. Именно в этот год мы начинаем церемонию награждения юбилейного 10-го театрального фестиваля «Желанный берег». 10-я церемония начинается новый цикл кругового творческого оборота. Правление Союза театральных деятелей Республики традиционно каждые 2 года определяет лауреатов специальных премий среди деятелей театров и премий государственным, общественным деятелям, организациям и представителям делового мира. Для вручения премий приглашается председатель Якутского отделения Союза театральных деятелей России, лауреат государственной премии имени Платона Аюнского, заслуженный артист Республики Саха-Якутия Аял Александрович Амосов. Добрый вечер, уважаемый Алексей Сергеевич. Добрый вечер, дорогие друзья, уважаемые коллеги. Театр. Удивительное место. Говорят, что сцена излечивает человеческие души. Уверен, что это так. Со сцены всегда театр в данное время, когда все быстро меняется, очень нуждается в поддержке. И сейчас я хотел бы вручить первую номинацию нашего фестиваля за поддержку театрального искусства. Премия за поддержку театрального искусства вручается за постоянную поддержку, помощь театрам республики. Вручается якутскому филиалу общества с ограниченной ответственностью «Банк Агора», управляющий Оклопков Павел Николаевич. Премия за вклад в развитие театрального искусства вручается заслуженному артисту Российской Федерации Анатолию Павловичу Николаеву. Для обладателя премии предоставлен специальный подарок от магазина «Охотник» на Ярославского. Подарок вручает заместитель генерального директора Егор Андросов. Друзья, вот давно, по-моему, Гарсия Лорка говорит, народ, который устроит театр, имеет будущее. У нас, вот, как он сейчас, Арсений Сергеевич говорил, у нас 53 народных театра, 11 профессиональных театров, сотни разных народных коллективов. Мы, народ, никогда не погибнем. У нас столько высоты культуры, духовности. Спасибо всем. Анатолий Павлович, охотник на Ярославского магазина Тен. Байнайдар бутчу путугар, виберитивит, бляхтигивит. Мелкая калиберная винтовка, цезет, то есть избивал пастью. Господи, ну что-то порой, да, спасибо. Устарнас, тумантының, онна морар гөрнігеріммет, оқосқай мора, ұлым күді. Театр, онна көрәтші. Театр, онна көрәтші барын тұқары. Қарын қампадек қыдылым бар бола тұруға. Да здравствует желанный берег! С праздником, дорогие друзья!
дорогие друзья, в течение нескольких лет Союз театральных деятелей республики по итогам фестиваля вручает специальный приз жюри для молодых артистов и режиссеров. Это называется премия «Эрель Надежда». И для оглашения имени победителя в номинации «Эрель» приглашаются артисты театров Ксения Еремеева, Александр Борисов, Антон Батаков, Павел Чинянов и Ренат Хон. Все они являются лауреатами премии «Эрель» «Надежда прошлого века». Я тут раз получил последний, значит я вручаю. Вообще-то я была первая, кто вообще получил. Ты первая была, а я последний. Ребята, это нечестно. Ребята, ну что делать? Помогите! Помогите! Успокойся, ну последним ты взял Берцик, Ксюша, а потом где-то посередине, ну вот, Павел, ну, Ренат, ну, я где-то сам, ну, Ребята, давайте не будем ссориться, ведь мы все молодые, перспективные, талантливые, добродушные. Да. У меня есть идея. Девушкам надо уступать. Побежали. Быстрее. Готовы? 3, 4. Номинация «Эрель Надежда» вручается специальный приз от ювелирной фирмы «Гербе», генеральный директор Павлова Галина Николаевна, а также сертификат от магазина «Сахар Арсенал». Номинации за активное содействие вручается Александру Викторовичу Минкину, известному театральному критику, журналисту, который написал первую статью о спектакле «Желанный берег» в журнале «Театральная жизнь» в 1983 году. И номинацию вручает лауреат государственной премии, народный артист Республики Саха-Якутия, заслуженный артист Российской Федерации, исполнитель главной роли артиста Ефиму Степанову. Большое спасибо. Я понимаю, что сегодня праздник, и что надо говорить только счастливые и добрые слова. Как мне быть, я не знаю. Дело в том, что действительно вот Якутия в театральном мире заняла огромное место. И, судя по всему, оно еще увеличится. Я сегодня слушал Алан Хо, актеров театра Алан Хо, и потрясен был. Я жалею, что раньше этого не видел никогда. Но вчера тут случился Гамлет. И вы знаете, у нас в Москве есть такие спектакли тоже. Это такая в последнее время мода опускать высокого в самый низ. Но есть в мировой драматургии Гамлет, Дон Кихот и еще несколько вот таких высоких, которых опускать не стоит. Мне кажется, знаете, вот здесь говорили, что театр – это правда. Ну вот что делать, приходится сказать. Потому что сказать это где-то в кулуарах между собой – это неправильно. Надо говорить вслух. Иначе, как в Гамлете сказано, такая мазь
затянет рану гордый, но скрытый гной вам выезд все внутри. Надо очищаться от таких вещей. Спасибо большое за внимание. Простите, если я внес соленую ноту в сладкий праздник. Ну и, наконец, можно приступить к номинации. Номинация «Лучшая женская роль второго плана». В номинации «Лучшая женская роль второго плана» фестиваля «Желанный берег» представили Екатерина Зорина, роль Маши в спектакле «Чайка», русский драматический театр. Жанна Ксенофонтова, Гертруда в спектакле «Мой друг Гамлет» Сахатеатр. Зоя Богданова, Овдочья в спектакле «КХ». Вера Лазарева, ребенок в спектакле «Марпа», Юрбинский драмтеатр. Екатерина Семенова, ролью нянечки в спектакле «Покуда жива любовь», театр Юного зрителя. Наталья Галягина за роль бабушки Семерсин в спектакле «Алабуку», театр Олафа. Ольга Леонова, Алабукина в спектакле «Алабуку», театр Олафа. Юлия Николаева за роль Айталы Ко в спектакле «Алабуку», театр Олафа. Анастасия Ефремова, ролью Гейдрун в спектакле «Камень», Мирнинский театр. Зинаида Колодезникова, Овдочья в опере «Тетельби», Государственный театр оперы и балета. Динара Гасанбалаева за сольные партии в балете «Рапсодия», «Геометрия движения» и «Корсар», театр оперы и балета. Таскулана Аршакова за роль мать-волчица в спектакле «Дети белого солнца», Национальный театр танца. И для оглашения имени победительницы в номинации «Лучшая женская роль второго плана» на сцену приглашается лауреат фестиваля «Желанный берег», актер Государственного академического русского драматического театра имени Пушкина Михаил Мамлеев. Все-таки здорово быть артистом. Все тебя любят, просят автограф, аплодируют. Ну, уважаемые сеньоры, сегодняшним числом я удостоил своим вниманием эту прекрасную обитель вас, чтобы объявить имя победителя в номинации «Лучшая женская роль второго плана». Зорина Екатерина! Победителю вручается сертификат на сумму 50 000 рублей от Организационного комитета фестиваля «Желанный берег». Дорогие зрители, дорогие коллеги, для меня 27 марта очень знаменательный день, не только потому, что это день театра, с праздником еще раз, но и потому, что я стала мамой 6 лет назад в этот день. Вот такое забавное совпадение.
получила оценку в своей работе от профессионалов. Спасибо большое. С Международным днем театра вас поздравляет Национальный театр танца имени Сергея Зверева «Кыл-Олла». Кораблик бумажный с названием «Мечта» к потокам весенним несется отважно. В невиданные страны, в чужие места. Ему на плаву удержаться непросто. То рифы, то волны, то бури. Но что ему скалы и суета? Кораблик с гордым названием «Мечта».
теперь номинация «Лучшая мужская роль второго плана». И в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» были представлены Степан Федоренко за роль Великовского гусара доктора в спектакле «Очень черный» русский драмтеатр. Кирилл Семенов за роль Легардея в спектакле «Торчок судьба» Сахарский театр. Альберт Алексеев Сылластыга Сөдер в спектакле «Торчок судьба» Сахар театр. Павел Чинянов за роль Федора Пять в спектакле имени Юля Сон Кожевякин Сахар театр. Прокопий Федоров за роль Толкы в спектакле «Марба» Нюрбинский драмтеатр. Федот Львов за роль Лоренца в спектакле «Покуда жива любовь» театр юного зрителя. Павел Болесов Эрки мужчина в спектакле «Сахататталлары Медрете» театр Молотов. Петр Иванов за роль Абагула в спектакле «Алабукун» театр Молотов. Дмитрий Кулинанов за роль Серебряного богатыря в спектакле «Алабукун» театр Молотов. Михаил Гончаров за роль Вольфганга в спектакле «Камень» Мирнинский театр. Григорий Петров за роль Хабанай Семен в опере «Кетайбит» театр оперы и балета. Павел Необудов за роль Конрада «Политик Корсар» театр оперы и балета. Сергей Алексеев за роль Кастими в спектакле «Дети белого солнца» Национальный театр танца. И Александр Алексеев за роль Байбала в спектакле «Преданность» театр коренных. И номинацию «Лучшая мужская роль второго плана» объявляет лауреат фестиваля «Желанный берег» за роль Марии Антоновны в спектакле «Ревизор» актриса Саха-академического театра Айталина Лавернова. Здравствуйте. Год с годом театра. С днем театра. Обязательно по-русски, да? Мария Антоновна, и я в городе впервые. Мне сказали открыть вот это и прочитать имя. Пытаюсь открыть, не получается. А там маменька с папенькой сказали, что в городе я должна охотиться за женихом. Маменька сказала, что без женишка не возвратиться. Здравствуйте. Я, по-моему, нашла. Я
волнуюсь. Я умею читать. Сейчас. Сложная буква. Очень. Первая буква С. Это точно. Потом П, нет. А, Вторая буква Т. Третья буква О. Нет, Е. Степан Федорович. И победитель награждается творческой командировкой в Москву. На основании решения жюри 10-го театрального фестиваля «Главный вид» выделить творческую командировку в Москву лауреату фестиваля в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» Степану Михайловичу Федоренко. Ничего себе. Спасибо большое. Для меня эта роль, за которую я получил, очень дорога. И из-за этого эта награда вдвойне дорога. Я мастер говорить. Спасибо большое. С праздником, с Днем театра. Ура! Илья, что такое театр? О, это истинный храм искусства. И вас приветствует настоящий храм. Государственный театр коренных малочисленных народов Севера Республики Саха-Якутия. Приветствуем на борту корабля «Желанный берег». Мы, коренные народы Севера, раньше кочевали по бескрайним просторам тундры. Теперь мы наконец обрели свой собственный дом, свой собственный театр. Театр — это царство кривых зеркал, где есть 1000 масок и ни одного настоящего лица. С древних времен маска играет важную роль в театральной традиции. Маска — символ комедии и трагедии, выражение сути театра.
Мы, Театр народов Севера, поделив простор с другими театрами, на одном корабле собрались, чтобы достичь своего желанного берега. Но прямо сейчас номинация «Лучшая мужская роль». И в номинации «Лучшая мужская роль» представлены Евгений Кузьмин за роль Константина Древнего в спектакле «Чайка», русский драмтеатр. Роман Дорофеев за роль Гамлета в спектакле «Мой друг Гамлет», Саха-академический театр. Дмитрий Татаринов за роль Сёда в спектакле «Только судьба», Саха-академический театр. Юргун Михайлов за роль Майбала в спектакле «Марба», Юргинский драмтеатр. Антон Батаков за роль Ромео в спектакле «Покуда жива любовь», театр юного зрителя. Павел Колесов за роль Алла-Булкун в спектакле «Алла-Булкун», театр Олухов. Гулливер за роль Гулливера Михаил Макаренко, театр актера и куклы. Александр Донской за роль Амуна Кульбан в опере «Кетейбит», Государственный театр оперы и балета. Тимофей Федотов за роль Конрада в балете «Корсар», Государственный театр оперы и балета. Василий Эверстов за роль Тимирвола в спектакле «Дети белого солнца», Национальный театр танца. Айтал Степанов за роль Кустука в спектакле «Преданность», театр коренных малочисленных народов Севера. И победителя в номинации «Лучшая мужская роль» объявляет лауреат фестиваля «Желанный берег» за роль сеньоры Бальбоа в спектакле «Деревья умирают стоя», заслуженная артистка Республики Саха-Якутия Вера Григорьевна Келле-Белле. Зажмуриться и отгадать, кто же там. Колесов Павел. Қарын кампаке оқытылым фестивальға, мақтанамын Омонхон театрға, мақтанамын коллектив бар, Омонхон театрының артистерға, мақтанамын Атаспарта барыспар Менкерге. Вас приветствует
Нюрнбергский государственный передвижной драматический театр.
Итак, девочки, номинация «Лучшая женская роль». В этой номинации представлены Марина Слепнева за роль Елизаветы в спектакле «Чайка», Русский драмтеатр. Нюргуяна Шадрина за роль Майя в спектакле «Только судьба», Саха академический театр. Альталина Лавернова за роль Офелии в спектакле «Мой друг Гамлет», Саха театр. Сардана Михайлова за роль Марба в спектакле «Марба», Нюрбинский драматический театр. Анна Флегонтова за роль Джульетты в спектакле «Покуда жива любовь», театр юного зрителя. Елена Маркова за роль Джахтар в спектакле «Сахачакталлары перелеттері», театр Олонко. Рано Белоконь за роль Василисы и старухи в спектакле «Любишь, не любишь», театра актера Якутии. Елена Кисленкова за роль Биты в спектакле «Камень», Мирнинский театр. Елена Сафронова за роль Кисы в спектакле «Камень», Мирнинский театр. Екатерина Захарова за роль Виолетты в опере «Травиата», Государственный театр оперы и балета. Венера Федотова за роль Медоры в балете «Корсар», Государственный театр оперы и балета. Виолетта Наговицына за роль Айталыко в спектакле «Дети белого солнца». И за роль Саскаланы в спектакле «Эльбяхчай» и Саскалана, Национальный театр танца. Евдокия Кузьменко за роль Борис в спектакле «Преданность», театр коренных малочисленных народов Севера. Победителя в номинации «Лучшая женская роль» объявляет лауреат фестиваля «Желанный берег» за роль Христакова в спектакле «Ревизор», актер Сахаакадемического театра Роман Дорофеев. Я очень рад вас видеть на торжественной церемонии закрытия фестиваля «Желанный берег». Меня раз подавили пьеса, нет, ты Влади. Мен самый таллардан кем Пупипа. Пушкин был, Пушкин. Она сочекайкань актрисалары мен. Какие все хорошие актрисы у нас, а? Аплодисменты! Какие губки, какие глаза! Ой, я сгораю от любви! Ой! Ой! Итак, я вручаю. Давай быстрее! Спасибо. Итак, лучшая женская роль. И Оскара... Ой, извините. Лучшая женская роль. Федотова Венера. Венера в балете «Корсар», Государственный театр оперы и балета имени Дмитрия Ивановича Сивцева, Сокол, Амалова. И победителю в номинации вручается сертификат на сумму 100 000 рублей! Он родился в комитета фестиваля «Желанный берег». Спасибо большое. У театра великая будущность, как у всего, что имело великое прошлое. Карл Чапов. Вас поздравляет театр из алмазного города Мирный. Дорогие коллеги, из самого сердца алмазного края Мирнинский театр поздравляет вас
дом театра. И годы театра в России. Пускай вас всегда окружает волшебный дух парящей красоты и творчества. Желаю вам новых постановок и интересных фестивалей. Безграничных фантазий, открытия новых талантов, благодарных зрителей. С праздником! Ура! Для вручения специального приза фестиваля на сцену приглашается председатель жюри Владислав Валерьевич Левочкин. Дорогие друзья, разрешите также вас поздравить с Международным днем театра. Большое всем спасибо, кто сегодня подошел. И, конечно, это большой праздник для вас всех. Я хочу очень поблагодарить всех членов жюри, которые на протяжении последнего месяца посмотрели все постановки. И вчера предстоял действительно очень сложный спор по выдвижению номинантов. Я хочу поздравить всех, кто стал лауреатом, всех, кто номинировался, потому что это тоже очень большая заслуга. В нашей республике действительно очень высокий профессиональный уровень коллективов, и даже само выдвижение от коллективов — это тоже очень важно в жизни каждого творческого человека. И разрешите мне пригласить лауреата специальной премии жюри. Мне очень приятно тоже огласить это имя. У нас впервые в этом году появился новый участник фестиваля. И специальная премия жюри вручается Семенову Павлу, Христопель, театр эстрады. Мақтанамын, бұл долгүйттім. Оғыр тақпеттен театр артыға олықпын бағарар етім, бейгі олу артистер бітін көрі-көрі драм театрын артыға олықпын бағарар етім. Оқынан барын білеген эстрада театрын артыға бін, бұл бейге мандық репертуарны бұлаңа көхімет үбәлі қансүйетті бүттін хүрдіған өребін, онына құлы құрдық ческі бұчоқы тексер бүттін өребін. Мақтанамын, бұқы бардығар маңнық артист етелі ағонына бұл бәйін коллектив бар, тоқпар коллегалар бар. Мақтал болды. Итак, номинация «Лучшая работа художника по костюмам». Номинации «Лучшая работа художника по костюмам» представлены: Андрей Волков «Приключения Алисы», русский драмтеатр. Сардана Федотова «Мой друг Гамлет», Академический театр. Сардана Федотова «Судьба», Саха-театр. Заслуга Павлова «Покуда жива любовь», театр юного зрителя. Лилияна Ермолаева «Алар Булкун», театр Олонхо. Александр Онофрий «Гулливер», театр актера и кукол. Андрей Медведев «Кот в сапогах», Мирнинский театр. Победителя номинации «Лучшая работа художника по костюмам» объявляет актриса Академического театра, исполнительница роли Таморы в спектакле «Тик» Ильяна Павлова.
сестры, братья лицедеи, желанный берег впереди и приз за лучшие костюмы. Здесь, перед лицами коллег, клянусь, я правду объявить. Лучшая работа художника по костюмам Павлова Прасковья! Лучшая работа художника по костюму предоставлен обществом с ограниченной ответственностью «Компьютер Сервис». Генеральный директор Никифоров Александр Тарасович. Приз вручает менеджер Таркаева Клара Анатольевна. Спасибо, Иван Андреевич. Удачи! Подарок от «Компьютер Сервис» – это ноутбук. Вас приветствует Государственный театр юного зрителя! Республики Саха-Якутия Патриота Степана Павлова! Художественный руководитель, заслуженный работник культуры Российской Федерации, народный артист Республики Саха-Якутия Алексей Прокопьевич Павлов! Перед вами дефиле театральных костюмов нашего театра. Поздравления работников невидимого фронта. Костюмы, созданные талантливыми руками художников, работников швейного, бутафорского и реквизиторского цехов. Итак, тайна рождения волшебного звука. Любовь Борисова Тартарана. Царь Салтан Александр Сергеевич Пушкин. Esnafta BTK nafsi Saradur'un Astorya'da. Александр Сергеевич Пушкин. Kalkal Saradur'un Astorya'da. Король Гофмана. Ну а сейчас Номинация «Лучшая сценография». и в номинации «Лучшая сценография» представлены
Екатерина Шапошникова и Турбиных, Русский драмтеатр. Михаил Егоров, мой друг Гамлет, Саха-театр. Михаил Егоров, Судьба, Саха-театр. Юлиана Львова, Человек, Нюрбинский драматический театр. Прасковья Павлова, Покуда жива любовь, театр юного зрителя. Егор Амосов, Тал-Тал, театр юного зрителя. Валерий Савинов и Ольга Егорова, Алабулкунь, театр Оламхов. Александр Онофрий, Гулливер, театр актера и куклы. Елена Подместная, Камень, Мирнинский театр. Марьяна Аконечникова, опера «Кетельбит», театр оперы и балета. Светлана Иванова, балет «Корсар», театр оперы и балета. Олег Молчанов, «Дети белого солнца» и «Это шесть со склами», национальный театр танца. Елизаветный конверт с именем победителя в номинации «Лучшая сценография» вручает артист Саха академического театра имени Платона Алексеевича Аюрского, лауреат премии «Желанный берег» Александр Борисов. Небо знает, земля знает, и вы узнаете. Кого же номинируют, кто же победит, а кто проиграет на поле брани. Конверт мне сюда, своему хану. Лучшая работа художника Простым. Лучшая работа сценографа побеждает Михаил Егоров. Вручает победителю сертификат на сумму 100 тысяч рублей. Очень приятно. Спасибо, конечно, моим коллегам, родному театру, театру. Спасибо нашим руководителям. Спасибо зрителю. Спасибо бойцам невидимого фронта. Спасибо вам. Весь мир — театр, и небеса следят за нашей игрой. Перед вами артисты Государственного театра эстрады Республики Саха-Якутия. Уважаемые дамы и господа, в этом году
Государственный театр эстрады Республики Саха-Якутия впервые сел на театральный корабль, ведущий к желанному берегу.
Театральный фестиваль «Желанный берег» впервые провел интернет-голосование на портале «Ясия» в номинации «Признание зрителей». Эта премия была введена впервые по инициативе Союза театральных деятелей Якутии и в связи с юбилеем премии, Годом театра в России и Годом консолидации в Якутии. Участие в голосовании приняли тысячи человек. Всего за театры было отдано порядка 30 тысяч голосов. Для оглашения имени победителя в номинации «Народное признание» приглашается на сцену Галина Константиновна Мазалевская, главный редактор якутского сахаинформационного агентства «Ясия». Здравствуйте, уважаемые зрители, актеры, режиссеры, все, кто имеет отношение к волшебному миру под названием театр. Поздравляю вас с профессиональным праздником и позвольте вручить первую премию, лауреата которой определили зрители. Конверт открывать мы не будем, потому что итоги голосования мы подводили сами, и, собственно, имя победителя уже знаем. Это Национальный театр танца Республики Саха-Якутия имени Сергея Змеева-Крылова. Нашим зрителям. Это самые честные жюри. Знаете кто? Зрители — это честной народ. За них большое спасибо. Избрали столько 7,5 тысяч голосов. Большое им спасибо. Мы хотим поблагодарить всех наших зрителей, всех друзей, всех поклонников нашего театра. И спасибо фестивалю «Желанный берег». Это наша первая премия для нашего театра. Спасибо, «Желанный берег». И вот он, тот, кто готов отдаться иллюзии и поделиться своим необычным видением. Это режиссер, барометр спектакля, посредник между автором и актером. И в номинации «Лучшая режиссерская работа» представлена Елена Корнилова-Мягкая за спектакль «Чайка», русский драмтеатр. Сергей Потапов, «Мой друг Гамлет», Саха-академический театр. Руслан Тараковский за спектакль «Судьба», Саха-театр. Маргарита Васильева, «Человек», Юрминский драматический театр. Александр Китигиров за спектакль «Покуда жива любовь», театр юного зрителя. Валентина Ефимец, «Щелкунчик и мышиный король», театр юного зрителя. Денислав Тутаев за спектакль «Тао-Тао», театр юного зрителя. Гаврил Минкяров, «Алабулку», театр Аланхон. Роман Дорофеев за спектакль «Портреты якутских женщин», театр Аланхон. Петр Скрябин, «Любишь, не любишь», театр актера и куклы. Александр Иванов за спектакль «Гулливер», театр актера и куклы. Ярослав Рахманин, «Камень», Мирнинский театр. Прокопий Неустроев за оперу «Поспешивший», Государственный театр оперы и балета. Мария Сабитгулова, балет «Корсар», Государственный театр оперы и балета. Татьяна Савинова за спектакль «Дыхание нового солнца», Государственный театр оперы и балета. Петр Краснаев, «Преданность», театр коренных и малочисленных народов Севера. Победителем номинации «Лучший режиссер» объявляет актриса Мертвецкая.
Ирпинского государственного передвижного театра, заслуженная артистка Республики Саха-Якутия, исполнительница роли в спектакле Юрия Макарова «Шинель», ставшего победителем фестиваля «Желанный берег» в номинации «Лучшая режиссерская работа» Венера Никитина. Вас поздравляют артисты Саха академического театра имени Платона Алексеевича Аюнского. Лирика!
играть так же, как для взрослых, только еще лучше, сказал Константин Сергеевич Станиславский. И в номинации «Лучший детский спектакль» представлены следующие спектакли. «Приключения Алисы», Государственный академический русский драматический театр имени Пушкина. «Щелкунчик и мышиный король», театр юного зрителя. Театр юного зрителя. Гулливер, театр актера и куклы. Кот в сапогах, Мирнинский театр. Национальный театр танца. И победителя номинации «Лучший детский спектакль» объявят артисты Государственного театра оперы и балета и хореограф-постановщик спектакля «Страна фантазия» или «Волшебная история». Заслуженная артистка Республики Саха-Якутия Екатерина Тайшина. Дорогие коллеги, уважаемый Арсений Сергеевич, позвольте мне сегодня поздравить вас всех с этим замечательным праздником и объявить победителя. Итак, в номинации «Лучший детский спектакль» «Приключения Алисы», Государственный академический драматический театр имени. Спасибо большое. Вы видите, иногда, когда награждают за детский спектакль, выходит бородатый дядька.
Но я хочу сказать, чтобы у всех в душе сохранялся ребенок. То есть мы все дети, и я когда ставлю спектакль, я такой же ребенок, как и был когда-то давным-давно. Всем спасибо. На сумму 200 000 Вас поздравляет Нерюнгринский театр актера и куклы Республики Саха-Якутия, город Нерюнгри. Священный глагол слова, мысль, изреченная режиссером, звук и свет, музыка и пластика, игра актеров – все это вместе одевается сценической плотью, достигается потом и кровью, чтобы вдохнуть жизнь святая святых – спектакль. В номинации «Лучший спектакль» награждаются 3 лучших спектакля. Оглашаем спектакли, представленные на премию «Лучший спектакль». «Очи черные», Государственный академический театр. «Мой друг Гамлет», Саха-академический театр. Спектакль «Судьба», Саха-академический театр. Спектакль «Человек» по мотивам произведения Максима Горького, Нерюнгринский государственный передвижной драматический театр. Спектакль «Покуда жива любовь», театр юного зрителя. Спектакль «Алабуркун», театр Олнхо. Портреты якутских женщин, театр Олнхо. Спектакль «Любишь, не любишь», театр актера и куклы. Спектакль Мирнинского театра «Камень». Опера «Тетя-бит», Государственный театр оперы и балета. Балет «Корсар», Государственный театр оперы и балета. Дыхание нового солнца, Государственный театр оперы и балета. Балет «Дети белого солнца», Национальный театр танца. Спектакль «Преданность», театр коренных малочисленных народов Севера. Спектакль «Киристопель», театр эстрады. И для объявления первого лучшего спектакля приглашается артист Государственного театра оперы и балета, исполнитель князя Игоря в спектакле «Князь Игорь», ставшего победителем фестиваля «Желанный берег» номинации «Лучший спектакль» Александр Емельянов. Спектаклю, что я назову.
спектакль «Театр Олонхо». Спасибо. Люблю всех моих актеров, которые были на портрете. Ленчик! Лена! Я люблю тебя, камера! Вот это вот Петрубала! Папа! Поехали! Жюри членлерге опсайынан көрәчүләргә барга мактау. Бу проект морг битүгәр бигәфә скулавар сөйбәте комлегә күтүгәтә. Onun барга мактау, оны урый хамылын. Для оглашения второго победителя в номинации «Лучший спектакль» приглашается актриса театра Олонхо, исполнительница роли в спектакле «Пионовая беседка», ставшим победителем фестиваля «Желанный берег» номинации «Лучший спектакль» Наталья Слепцова-Корякина. Вас поздравляет Государственный театр оперы и балета имени Сооронбай Молдова.
а также актер Мирнинского театра, исполнитель роли в спектакле «Спасти камеры Юнкера» Пушкина, лауреат фестиваля «Желанный берег» Сергей Шаманаев. Пушкина я возненавидел еще в детстве. Можно сказать, как-то сразу не сложилось еще с детского сада. Ну откуда я знал в те годы, что не любить Пушкина нельзя? И потом я уже выяснил, что любимый поэт Пушкин, композитор Чайковский, художник Репин. Но тогда ты в этом ничего не знал. Ну вот и переделал Пушкина. Спектакль. Все гармония, все диво, все выше мира и страстей. Его играют горделиво в красе торжественной своей. И зритель с трепетом внимает талант, умение, красоту. А кто это? Сейчас узнаем. Его я имя назову. Лучший спектакль. Мой друг Гамлет. На сумму 200 тысяч рублей за творческие реализации. Лучший спектакль Болливуд. Спасибо всем, спасибо жюри. С годом театра! Гип-гип! Ура! Господа, приветствую вас в славном стольном городе Якутске! Итак, наш корабль к плытию готов. Команды собраны, деньги и подарки розданы. Отходить от пристани при полном параде.